Это актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Сотрудники Якутского хлебокомбината прошли сертификацию в рамках реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда». Об этом проекте и как работает предприятие сегодня расскажет гостья студии Светлана Кынакытова, генеральный директор Якутского хлебокомбината. Светлана Тарасовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите в самом начале нашей беседы, как осуществляет свою деятельность предприятие в сегодняшних условиях. Но работа Якутского хлебокомбината, она направлена на своевременные поставки свежей и качественной продукции нашим потребителям. Это у нас горожане, и это наши центральные районы и заречные улусы. Мы выпускаем около 200 наименований ассортимента хлеба, хлебобулочных изделий и конических изделий. Ну и как стратегическое предприятие мы обеспечены обеспечить поставки безупречно на ежедневной основе в наши торговые точки. Как мы уже в самом начале сказали, ваше предприятие участвует в национальном проекте «Производительность труда». Расскажите про цель данного проекта. Вообще национальный проект, он стартовал в 2018 году. И целью национального проекта является повышение производительности труда на крупных и средних предприятиях, базовых несырьевых отраслей экономики. Это значит обрабатывающее производство, строительство, сельское хозяйство, торговля. Вот в таком направлении. И целью является обеспечение прироста производительности труда на 5% по отношению к году. Мы вступили в этот проект в 2020 году, и в 2021 году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Федеральным центром компетенций. При этом для нас, как предприятие, которое находится на расширенной поддержке, у нас более другие целевые показатели, то есть мы должны обеспечить прирост производительности труда по отношению к году уже на 10%. А как новость об участии в проекте восприняли ваши работники? Мы вступили в проект в середине 2020 года, как раз вот пандемийное время было, да, и мы много учились. И в рамках системной поддержки национального проекта мы проходили обучение по программе «Лидеры производительности», акселератора экспортного роста. Тренеры ФЦК проводили нашим работникам тренинги по основам бережливого производства. Ну, то есть получается уже адресная поддержка Федерального центра компетенции, когда она к нам уже пришла в октябре 2021 года, коллектив был уже теоретически готов, да, и уже был готов к запуску проекта. И, ну, соответственно, потому что коллектив понимает, что нам предстоит улучшить свои условия труда, свои производственные процессы упорядочить. Поэтому мы понимаем каждый, что в условиях рынка на сегодня повышение производительности труда – это и есть конкурентное преимущество перед другими предприятиями. Для участия в проекте нужно соответствовать тем или иным критериям. Насколько соответствует этим критериям Якутский хлебокомбинат? Да, безусловно, есть такие критерии. Основным критерием является это размер выручки. Он должен быть от 400 миллионов рублей за предыдущий период, то есть год, да. И второй показатель – это отраслевая принадлежность именно к тем отраслям, которые вот я ранее перечисляла. Вот это вот основные критерии, да. Ну и, конечно же, безусловно, тут требуется уже готовность самого предприятия, которое вступило в национальный проект, чтобы предприятие могло выделить человеческие и временные ресурсы для того, чтобы там все проекты они были реализованы, потому что на самом-то деле, да, это требует очень много времени и труда. Давайте поговорим о Федеральном центре компетенции в сфере производительности труда. Вы уже о нем вкратце упомянули. Расскажите, что это за центр, имеется ли подобная структура в республике? Да, Федеральный центр компетенции, он является федеральным оператором федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», который входит в национальный проект. Но как только мы подписали соглашение с ФЦК, получается, к нам приехали эксперты для того, чтобы там диагностировать наши производственные потоки. Они нам дают квалифицированную помощь для устранения, улучшения наших производственных потоков. И второе – это обязательное же обучение наших сотрудников методам повышения производительности труда. А какой эффект дало предприятию участие в данном проекте?
Ну, пока об итогах говорить рано, да, то есть мы находимся в этой расширенной поддержке, и проект длится 1 год. Мы отработали пока половину, то есть 6 месяцев. Нам еще предстоит отработать 6 месяцев самим самостоятельно под кураторством экспертов Федерального центра компетенций. Но мы уже сейчас вот на промежуточном этапе каждый месяц снимаем уже определенные результаты, потому что у нас по каждому проекту имеются там свои целевые показатели. И все изменения, улучшения, которые мы вырабатываем в процессе работы, мы уже применяем в сам производственный поток. А можете немного подробнее рассказать про целевые показатели? Какие это показатели? Целевые показатели – это повышение производительности труда по отношению год к году. Получается, вот при расширенной поддержке он составляет 10%. Да? В общем, есть вот 2 вида поддержки. Стандартный вид поддержки и есть еще расширенная поддержка. При стандартной поддержке предприятия работают с Федеральным центром компетенции в течение полугода, а при расширенной, получается, в течение 1 года работают. И, соответственно, еще отличается еще емкостью. При стандартной поддержке отрабатывается на предприятии 1 производственный поток, а при расширенной поддержке рассматривается, отрабатывается 2 производственных потока и 3 еще направления. Но так как мы прошли очный отбор у Федерального центра компетенции, да, и нам удалось при поддержке Министерства экономики подписать соглашение на расширенную на годовую поддержку, и у нас есть возможность сейчас работать с корпоративной культурой, работать с логистикой и запасами, с продажами и маркетингом. Но как только к нам приехали специалисты Федерального центра компетенции, да, мы начали уже выбирать, какие производственные потоки мы будем выбирать, провели полную вместе с ними, конечно же, диагностику наших всех процессов, провели под тренеры ФЦК нас постоянно до сегодняшнего дня обучают принципам бережливого, основам бережливого производства обучают. Мы создали 5 рабочих групп, то есть в каждом проекте у нас есть определенные группы. Он состоит из наших работников и из экспертов Федерального центра компетенции. Вот. И на первом этапе мы, конечно, к каждому проекту применяем такой инструмент, называется картирование. То есть мы при помощи визуализации всех производственных процессов мы выявляем сначала проблемы, какие у нас проблемы есть, потом мы вводим уже производственный анализ, и при этом мы там уже видим, какие у нас отклонения в этом процессе есть. И затем уже на основании этого мы пишем, разрабатываем план мероприятий и работаем уже по улучшению всех вот этих вот выявленных отклонений и выявленных вот таких вот проблем. Вот. Но Федеральный центр компетенции, он работает на территории республики, с прошлого года работает. Мы вступили в этот проект одними из первых, ну, тем более на расширенную поддержку. Да? Вот. И сейчас квота по Федеральному центру компетенции, она на сегодня заполнена по предприятиям, но у нас есть региональный центр компетенций, который является филиалом Федерального центра. Там работают сертифицированные такие же тренера, сотрудники, которые обладают определенными знаниями, навыками. Они уже обучены основам бережливого производства. И вот они вот сейчас вот способны помочь нашим предприятиям республики. Вот на базе регионального центра компетенции на сегодня создана еще фабрика процессов. Это такая учебная производственная площадка, где мы приняли впервые, то есть мы даже впервые приняли наши сотрудники там участие, да, вот, где сотрудники уже в реальных условиях производственных процессов узнают, что такое бережливое производство, да, на основании чего, каким образом, с улучшением каких там моментов производственных, они могут уже результаты увидеть изменения своих производственных и экономических показателей. Это вот очень хорошая площадка, всем рекомендую, даже, наверное, не участникам можно напроситься предприятиям. Да? Вот. И мы планируем совместно с РЦК в этом году еще направить несколько групп на фабрику процессов. Вы уже несколько раз упомянули бережливое производство. Расскажите, какие дальнейшие планы по внедрению этого самого бережливого производства, и есть ли риск, что все постепенно вернется в привычное русло? Ну, не стоит считать, что этот проект этим годом заканчивается. Да? Мы подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 3 года, во-первых. Ну и во-вторых, мы уже сейчас понимаем, что это не разовый проект,
он всегда должен идти. Это вот предприятие должно построить такую производственную систему, которая на постоянной и постепенной основе требует каких-то улучшений, потому что рынок меняется, производители тоже, если в нашем отношении, они тоже меняются, ассортимент меняется, то есть потребности населения они тоже меняются, и в соответствии с этим этот процесс он должен идти на постоянной основе. И для этого мы создали у себя на заводе проектный офис. Он будет инициировать и координировать все рабочие проекты. Мы сейчас уже понимаем, что на этих 5 проектах у нас там не заканчиваются наши проблемы. Завод большой, да, проблем тоже достаточное количество, да, и чтобы много со временем идти, нам надо этим заниматься на постоянной основе. Мы сертифицировали 3 тренеров, это называются внутренние тренера, они сертифицированы Федеральным центром компетенции, то есть они уже обученные специалисты основам бережливого производства. И у нас в планах до конца года обучить всех наших сотрудников, персонал основам бережливого производства. Светлана Тарасовна, расскажите нам, пожалуйста, немного про ваше производство. Все ли оно у вас автоматизированное и как ваши сотрудники там работают, сколько их и повышают ли они свою квалификацию? Да, на сегодня у нас на предприятии работают 434 сотрудника, работают, да, в основном, конечно, это производственные кадры. Вот, у нас на сегодня предприятие, ну не скажу, что оно, конечно, полностью автоматизировано, но очень много ручного труда. Это мы сейчас видим, когда работаем по проектам, да, что, да, в действительности у нас есть какие-то потери, потому что человек, он не автомат же, да, это, соответственно, у него там могут быть какие-то ошибки, лишние телодвижения, да, и мы это вот сейчас с помощью Федерального центра компетенции и выявляем, устраняем вот эти вот наши потери, устраняем. А можете вкратце рассказать, будет ли увеличена ваша продукция в связи с сегодняшними сложными ситуациями? Но на сегодня мы в целях продовольственной безопасности ежедневно работаем над обеспечением запаса сырья своей продукции до конца этого текущего года. В целом мы основным сырьем на сегодня, можно сказать, обеспечены полностью. Да? Но мы, конечно, крупное предприятие, мы всегда запасались по полгода, да? И мы как-то особо это не почувствовали ни сейчас, ни в пандемию. Поэтому пока сказать сложно, что там что-то в будущем будет, да? Но сейчас у нас цены, они не поменялись на том же уровне. Если брать прямо по категориям продукции, у нас социальные хлеба, они с 2018 года. Это вот первый сорт хлеб пшеничный, да, и дарницкий из ржаной муки. Цена на них, она не увеличилась с 2018 года, и мы в этом году не планируем его также увеличивать. Но времена меняются, и потребности у населения тоже меняются. То есть сейчас вот везде здоровый образ жизни приветствуется, да, и мы тоже как бы много со временем идем. У нас много позиций по здоровому питанию. Наши вот покупатели заметили, наверное, что у нас с осени появились в красочной упаковке наши продукты здорового питания. Только там мы выпускаем, вот 12 хлебов выпускаем. Светлана Тарасовна, спасибо вам большое, что вы пришли к нам, ответили на все наши вопросы. Желаем процветания хлебокомбинату, чтобы все только улучшалось. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.